На совещании глава республики заявил, что расходы на молодежную политику в 2012 составят 50 миллионов рублей. Предусмотренная сумма в 2 раза больше, чем в текущем году. Юнусбек Кивкоров отметил, что молодежь нуждается в понимании и в содействии. Надо уделять надлежащее внимание этому вопросу и делать все, чтобы она имела реальную возможность для самореализации. Если молодежный комитет не в состоянии встряхнуть, разбудить, приступ чувства, тысячи молодых людей, их организовать, провести массовое какое-то мероприятие, сотни людей, то это не молодежный комитет. Такое же отношение к молодежи, к правительству и парламенту. Здесь мне кажется, что мы очень сильно этот вопрос упускаем. Да, то, что средства вкладываются, опять же, не разобравшись, не изучив, ничего не сделал. Я поставил задачу этому Мальсагову 50 миллионов рублей заложить на молодежные мероприятия в этом году, наступающем. Молодые и перспективные люди не должны чувствовать себя обделенными. Они желают более активно развиваться. Существующие проблемы можно решить путем проведения массовых мероприятий с привлечением дворовой молодежи. В этой среде много инициативных ребят, способных приносить пользу своему региону, подчеркнул руководитель республики. Если молодежный комитет представляет свою программу на год, отправ должен входить все. В том, что деятельность молодежного правительства, молодежного парламента, Союза молодых ученых. Должно все же входить должно. Таргим, Селигер, Машук. Все заходит. Помимо всего этого, дворовая молодежь, гранды, стипендии. Но стипендия, она будет по линии образования идти. Юнусбек Кивкоров поручил премьер-министру Мусе Чилиеву определить участок под строительство автодрома. На этой площадке будут проводиться не только гонки, но и различные конкурсы, состязания и ярмарки. Когда этот автодром начинает строить? У нас будет решен вопрос буквально, как я поеду в Москву, вы ждали поручения, я с вами встречаюсь, ставлю точку, и мгновенно мы начинаем финансировать. Но какой толк, если подготовительной работы еще нет? Сейчас тут надо заняться, и мы проработаем это. Надо срочно проект сделать и так далее. У них есть проект, у представителя, это Азербайджана. Давайте по этому проекту. Привязать надо здесь. Все, у них проект есть. Вот я про эти проекты говорю. Но опять же, надо сейчас состыковать, вы, молодежь, садитесь. Почему? Потому что вот этот автодром, он делается со всеми зрительными площадками. Он делается со всеми... То есть сам автодром будет играть функции, во-первых, школы ДСАФ, обучения вождению. То есть он так будет выстроен. Его так и надо сделать. Концертные площадки импровизированы. Почему зрительская площадка была? Ярмарки на этом автодроме будем проводить. Сами функции вот этих бешеных гонок. Так? Какие-то нормативы по физической подготовке, рисунок детский. То есть всего а вы дальше уже задумываете, что там еще можно. В ходе беседы глава республики подчеркнул необходимость создания оптимальных условий для организации досуга молодежи и проведения спортивных занятий разных игр, таких как бильярд, пейнтбол. Оказание поддержки в раскрытии потенциала талантливой молодежи и предоставление ей возможности реализовать креативные идеи – одна из первостепенных задач руководства региона. Молодые люди должны чаще собираться и обмениваться опытом, отметил Юнусбек Кивкоров. Бывшим представителем молодежного правительства, и тебе, Рамзан, говорил, и Хаутиеву говорил. Но есть у нас дома, где подвалы постоянно затапливают, где постоянно проблемы, постоянно люди жалуются. Сами следить за этими подвалами не хотят. Я же вам говорил, возьмите под свою крышу. Там заниматься чем? Спортом, спортзалы там сделают. Там, или же, опять же, со своей среды. Я же всегда говорил, молодежному правительству. Также председателю правительства республики дано указание усилить контроль над выделением средств на реализацию молодежных проектов, отмеченных на северокавказских форумах. Денежные вознаграждения должны получать только те, кто их заслуживает, заключил Юнусбек Кивкоров. Пресс-служба главы республики специально для программы «Вести Ингушетия».